الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, иншаллах, еще небольшие мгновения проведем вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с его прекрасными качествами характера. Сегодня поговорим о щедрости пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Воистину посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был самым наищедрым из людей. И это качество характера посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, не было изменчивым. И в хадисе пророка, алейхи салату вассалам, который приводит имам Бухари и Муслим, от Убайдиллах ибн Абдилlah عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Ибн Аббас и другие говорили о нраве пророка, алейхиссалату вассалам, который называется щедростью, и сказали: воистину посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был самым щедрым из людей. И особенно становился, еще больше щедрым он становился в месяц Рамадан, когда с ним встречался ангел Джабраиль, алейхиссалам, и как урок от Джабраиля заново пророк, алейхиссалату вассалам, читал перед Джабраилем Коран, который, было как вахи, получено от Аллаха, как урок, поучал, повторял Коран перед ангелом Джабраилем каждый день месяца Рамадан, он, становился особенно щедрым. Он становился настолько щедрым, как быстрый ветер. Когда ветер дует, и если ветер сильный, сила ветра и дувание этого ветра достигает до каждой вещи. Это было сравнение сделано посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, в месяц Рамадан, когда он встречался с Джабраилем, алейхиссалам, он становился особенно, еще больше щедрым, чем вместе с тем, что он был и так щедрым. Месяц Рамадан у него щедрость становилась великой, огромной. Ничего не оставлял, кроме как все людям отдавал, давал садака. Также приводится хадис у имама Ахмада. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين الجبلين من شاء الصدقة قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفاقة. رواه مسلم عن عاصم بن نضر وعن خالد بن الحارث عن حميد به. В этом хадисе говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если у него кто-нибудь что-нибудь, если попросит, он никогда никому ни в чем не отказывал. Однажды, один человек, попросил у пророка, алейхиссалату вассалам, имущество, что-то попросил из благосостояния. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, указал ему и сказал: вот видишь, овца, которая находится, пасутся между, двумя склонами горы. Вот это огромное, стадо овец является твоим, возьми их тебе. Вот так, Расулуллах, целое стадо, а большое стадо овец, одному человеку, все отдал. Этот человек пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прося у него это дунья, имущество.
Но каждый, кто приходил к пророку, алейхиссалату вассалам, просил у посланника Аллаха дунья, кроме как к вечеру этот человек становился, что для него не бывало в этом мире ничего ценного, чем Расулуллах, чем его религия. Утром приходил, имущество просил, а вечером он становился таким, что он для него ценнее, чем Аллах, пророк и религия Аллаха, ничего для него не становилось. И этот человек, когда получил это огромное стадо овец в подарок от пророка, алейхиссалату вассалам, он, говорит, вернулся к своему народу, кауму, и сказал: «О, каум, о мой народ, воистину Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делает такие дары, подобно дарам человека, который никогда не боится и не опасается бедности». Расулуллах дает такие подарки такого человека, который бедности не боится. Примите ислам, о народ. Воистину Мухаммад такой щедрый. Вот так, говорит, он возвращался к себе домой, значит, к своему народу, и призывал их принять ислам. Однажды упоминается в книгах, дорогие мои братья, один день, говорит, один человек пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, попросил у него, значит, фиников. У пророка, алейхиссалату вассалам, не оказалось ничего, чтобы он мог отдать этому человеку. Но Расулуллах, кто приходил к нему с просьбой, он их не отвергал? Не отвергал. Что же сделал пророк, алейхиссалату вассалам? Расулуллах сказал этому бедному просящему: ты, говорит, пойди к такому-то иудею, который продает финики. Возьми у него финики, стоимость фиников напиши на мое имя, я расплачусь за эти финики. Пойди, говорит, возьми финики. Умар, радийаллаху анху, увидел, как Расулуллах, вместе с тем, что у него нет имущества, которое он мог бы отдать в данный момент, он берет на себя такие тяжести, трудности, говорит: на мое имя напиши, я отдам. Умар, радийаллаху анху, говорит пророку, саллаллаху алейхи вассалям: я Расул Аллах, ведь Аллах же, говорит, тебя не обременяет делать это все. Ну, если нету, говорит, я Расул Аллах, ну зачем еще на свое имя писать, вот так делать, обременять себя, я Расул Аллах, говорит Умар, радийаллаху анху. Пророку, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не понравились слова Умара. Почувствовал этот один из жителей Медины, Ансари. Житель Медины, Ансари, увидев, что Расулуллах опечалился словами Умара, он ему сказал: «Анфик, я Расул Аллах, валя тахша мин дил арши иклаля». Он сказал: я Расул Аллах, расходуй из имущества Аллаха, как ты можешь. Не бойся, что ты обеднеешь. Делай садака, я Расул Аллах, говорит, сказал один из жителей Медины, ансаров. Когда, говорит, услышал эти слова, пророк, алейхиссалату вассалам, обрадовался. На лице появилась радость, которая, значит, слова человека, который ему говорит: делай садака, не бойся, я Расул Аллах, бедности, делай садака. Ему понравились так сильно эти слова. Расулуллах заулыбнулся и сказал: и именно этим мне велено Аллахом, чтобы я делал садака и не боялся бедности. Поэтому вот таким был Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, самым щедрым из людей, который показал для нас пример для подражания. Дай Аллах нам следовать за ним в этом прекрасном примере. Другой пример, когда Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, после битвы при Хунайне, трофеи, которые были получены с этого газавата, в этом участии, в этой битве принимали впервые многие мекканцы, которые, значит, приняли недавно ислам, были новообращенными мусульманами. И Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, жителям Медины, ансарам, не дал из трофей этого газавата, эти трофеи разделял, распространял, значит, распределял
между курайшитами, мекканцами, которые приняли ислам, новообращенным мусульманам, им распределял трофеи. Один из ансаров, оказывается, он проговорился и сказал: у этих мекканцев еще не высохли на их саблях кровь, которую они проливали мусульман недавно. Расулуллах все наши трофеи им отдает, нам ничего не дает. Оказывается, кто-то сказал пророку, алейхиссалату вассалам: я Расул Аллах, среди ансаров есть такие возмущения за то, что им трофеи не даешь, а даешь трофеи мекканцам, новообращенным. Затем пророк, алейхиссалату вассалам, собрал всех жителей Медины отдельно. Сказал: соберите мне всех ансаров. Пророк, алейхиссалату вассалам, сделал им вааза и сказал: наверное, вы думаете, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мы его приняли, когда его народ его выгнал, мы его поддержали, мы, сражались с ним. Если, говорит, вы скажете так, вы будете правы. Но пророк, алейхиссалату вассалам, им сказал следующие слова: «Ама тарлауна ан ядхаба насу бишшаи валь ба'ир, ва тадхабуна би расулиллахи тахузунаху иля рихаликум». «Калу радина я Расул Аллах». Затем пророк, алейхиссалату вассалам, обратился к жителям Медины, ансарам, и сказал: я им давал эти трофеи, чтобы в их сердцах иман укрепился. А вы не согласны ли, о ансары, чтобы эти люди, которым я отдал трофеи, мекканцы, чтобы они взяли эти трофеи и вернулись к себе домой, с овцами, с верблюдами, а чтобы вы вернулись к себе домой с посланником Аллаха. Чтобы вы вернулись к себе домой, к своим повозкам с посланником Аллаха. Они возвращаются с овцами, с верблюдами, а вы возвращаетесь, чтобы вы вернулись вместе с посланником Аллаха. Разве, говорит, вам это не устраивает и это вам не нравится? Вы недовольны ли этим? Они сказали: валлахи я Расул Аллах. Чем все верблюды, чем все овцы, ты дороже для нас, я Расул Аллах. Мы согласны, что хоть ты нам ничего не давай, я Расул Аллах, но только оставайся рядом с нами. Это говорит об огромной, большой любви ансаров к пророку, алейхиссалату вассалам. Если на весы ставятся трофеи и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, конечно же, они не выберут ни одни овцы, ни одних, верблюдов, ни трофеи, ни богатства взамен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они сказали: я Расул Аллах, конечно же, что ты с нами возвращаешься в Медину, это для нас ценнее, чем все богатство и имущество. Мы довольны, мы согласны, я Расул Аллах. Поэтому, дорогие мои братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был самым щедрым из людей. Он был для нас примером для подражания. И много можно привести хадисов пророка, алейхиссалату вассалам, о достоинстве расходования имущества на пути Аллаха, расходовать деньги на садака, нуждающимся, факирам, в пользу ислама. Можно привести огромное, большое количество хадисов, доводов. Поэтому главное, мы поняли, что Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, был самым щедрым из людей. И он для нас пример для подражания. Дай Аллах, чтобы мы в этом качестве были похожи на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля.